Разговор со звездой. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Радио «Спутник», Южная Осетия. У микрофона Гурам Гарсанов и рубрика «Разговор со звездой». Сегодня мы пообщаемся с популярным певцом и скажу, что режиссером, со Спартаком Лакуевым. Добрый день всем привет. Рад тебя приветствовать, Рамазанович. Рад тебя приветствовать. Давно тебя не слышал, не видел. И очень интересно узнать, чем ты сейчас занимаешься. Насколько я знаю по соцсетям, ты активно сейчас выступаешь и в клубах, и у тебя новый коллектив. Гурам, рад тоже тебя слышать. Давно не видел, не слышал, правильно ты сказал. Надеюсь, что и увидимся в ближайшее время. Но коллектив ты, наверное, имеешь в виду рок-группу. Именно. В данный момент сейчас рок-группы нет, но был у нас коллектив, мы выступали по клубам. Сейчас я в клубах выступаю либо сам сольно, либо со своим напарником. Это вот у нас вокальный дуэт Black Velvet. Исполняем мы фирму. У нас программа ретро есть, хиты мирового ретро. Я думаю, ты помнишь, что я еще со студенчества увлекался хорошей зарубежной музыкой. То есть ты делаешь каверы? Ты делаешь каверы? Ну да, и каверы делаю, и в оригинале их исполняем. К сожалению, сейчас музыкантам у нас сложновато, приходится в клубах петь, а люди хотят что-то хорошее, зрелищное, танцевальное, зажигательное. Ну, помимо этого, конечно же, остинское творчество я не оставлял. Я записал новый альбом, который сейчас можно скачать бесплатно совершенно и прослушать на 15-м регионе, в который вошли как старинные песни акапельные, такие как «Хошсов Тыжара», которые я постарался с ребятами придать новое какое-то звучание, современное, но в то же время не меняя основной мелодии и гармонии, чтобы это все не испортить, потому что я сам очень люблю остинские песни, ты знаешь. И помимо этого также несколько новых песен вошли тоже в этот диск. Очень хорошо. Я расскажу слушателям чуть-чуть о тебе. Спартак Лакуев. В первую очередь он хороший парень. И это не просто, как принято у нас говорить в Осетии, хороший парень. Он по-настоящему хороший парень, хороший товарищ и очень талантливый человек. И талантлив во всем, я скажу. Потому что в первую очередь, когда мы учились вместе, он у нас художник. И со студенческих пор он активно занимается музыкой. И к тому же он заслуженный артист Республики Южная Осетия, что немаловажный фактор. В бытность мы выступали вместе. Скажем так, я выступал со Спартаком. Было такое время. Но в то время ты занимался, скажем, просто современная остинская эстрада. И мне было очень приятно, что ты перешел на такие серьезные направления, на такие известные каверы, которые ты исполняешь в клубе. К твоим словам могу сказать, жалко, что в клубах, в принципе, ничего плохого там нету. Лишь бы клубы были хорошие, и это было востребовано, я так думаю. То, чем занимаешься. А то, что у нас в большой массе это не востребовано, это, к сожалению, плохо. Расскажи, пожалуйста, давно ли ты выпускал альбом? Я понимаю, что единый, а вот именно в формате CD. В формате CD я последний раз выпускал альбом. Если не соврать, вот сейчас даже я вот, как сказать, в домашней мини-студии нахожусь, выпускал. То есть, если это не брать того, что там в соцсеть заливалось и так далее, именно в CD я выпускал последний раз в 2005 году. Компания «Звук М», минеральные воды, альбом назывался «Лактезуар». Вот последний раз он выходил в 2005 году. Целых 12 лет прошло. И, кстати, открою нашим слушателям тут, может быть, тайну такую завесу, открою занавес, потому что ты мало того, что рисуешь, сейчас затронем еще одну твою стезю, так ты еще и занимался переводом на остинские некоторых фильмов. Насколько вот память мне позволяет, это был «Мимино». Было дело, да. Это просто, как говорится, вот когда, вот первое я не помню, там, по-моему, первое там ребята переводили, Шрек, по-моему, ты сам участвовал. Да. Тогда вот это как бы в моду вошло, и у меня друзья были, вот у которых были магазины вот с DVD-дисками и так далее. Они знали, что у меня своя мини-студия, и попросили сделать кое-что. И вот, честно говоря, мы даже несколько выпустили. Там был «Вождь краснокожих», старый фильм, вот где Вицин играет, переводили. Потом мы переводили «Джентльмены удачи», «Ледниковый период», 2 части, «Змей Горыныч» и «Добрыня Никитич». Ну, в общем, делали кое-что. Последнее, что было, это была наша Раша. Мы 2 части перевели. Первая, я помню, что она попала как бы в продажу в магазины, а вот вторую, по-моему, они так и не выпустили.
И тем более это был семейный подряд, насколько я помню, и твои двоюродные братья, которые тоже очень хорошо поют, Эльбрус и, естественно, Аслан. Не поет, а Алибек поет, да. Алибек от меня заразился, то есть он тогда еще поменьше был совсем, и он как бы наблюдал постоянно, как я дома музыкой занимаюсь, репетирую, и он потихоньку тоже влился, потом какое-то время мы вместе, то есть он в нашем коллективе, ансамбль «Жарок», с нами на свадьбах выступал. Вот тебе сейчас 35 лет, 36-й пошел. В принципе, оглядываясь назад, много ли ты сделал, достаточно того, или все-таки все еще впереди? Я очень надеюсь, что все впереди, потому что у меня очень много планов, которые бы я хотел осуществить и в плане музыки, и в плане кино. В плане музыки у меня, вот, честно говоря, последние 3-4 года, то есть даже у меня уже был сценарий проработан там и так далее. Есть такая задумка сделать хороший юбилейный сольный концерт. Причем это был, чтобы был по-настоящему сольный концерт в каком плане? Не так, как обычно у нас это делается, объявляют сольный концерт, и там 30 человек выступает. Это уже не сольный концерт, это сборный. Мое личное мнение, субъективное. Сольный концерт должен исполнитель сам давать концерт на 2 часа или 1,5 часа, час, неважно, показать, что он сделал за эти годы нового, что у него появилось в репертуаре, какие идеи. Более того, так как я последние годы, к счастью, мне повезло с нашими местными музыкантами выступать и на рок-фестивалях, и вот в клубах. У меня, то есть, мечта сделать сольный концерт полностью живой, чтобы там играл оркестр, музыканты, и никакой фонограммы не было, потому что это совершенно другие ощущения, совершенно другая энергетика, и я от этого лично сам получаю огромное удовольствие. Тем более тебе, так скажем, под фанеру петь не надо, потому что я знаю, у тебя хороший голос, и вполне вытяни... Спасибо. Я, честно говоря, и никогда не пою, да, под фонограмму, за исключением того, ты не дашь соврать, даже в студенческие годы, когда мы выступали, и иногда, когда мы пели под фонограмму, это диктовало телевидение, когда какая-то съемка происходила и так далее. Я получаю удовольствие от того, когда я работаю сам, пою. Кстати, ты заикнулся о фильмах. Насколько я знаю, ты снимаешь «Зону X». Расскажи-ка об этом подробнее. В Южной Осетии об этом плохо знают. Началось это сначала с увлечения. То есть мы просто с друзьями захотели что-то сделать, попробовать, так как я и у меня есть такой круг друзей, которые увлекаются всякими аномальными сверхъестественными явлениями, такими как неопознанные летающие объекты и так далее. Я уже не 1 год увлекаюсь этой темой, собираю информацию, мне это очень интересно, и вообще все, что связано с неофициальной наукой, которая пока не признается, но имеются факты, доказательства и так далее. То есть сначала это была просто как задумка, как какой-то хобби. Но после того, как появился у меня первый сценарий, и я просто, как сказать, мы с друзьями, даже это трейлером нельзя было назвать, мы просто какие-то кадры наснимали, я сделал нарезочку, закинул в соцсети, и пошла такая бурная реакция, которую мы не ожидали. И тогда мы поняли, что мы что-то нащупали такое интересное и стали работать в этом плане. На сегодняшний момент у нас есть официальный сайт zonax.rf, у нас есть официальный канал на YouTube Zona X TV, где мы разместили все то, что пока мы сделали. У нас было 3 закрытых показа в Доме кино. Это был фильм «Зона X», пилот, потом «Зона X2», и серия короткометражных фильмов «Хроники Зоны X». В съемках этих проектов приняли ребята как из Дегорского театра, так и с Осетинского. Плюс мои друзья-музыканты, там художники, не профессионалы, но которые очень болеют этой темой. И хочу выделить одного человека, это мой близкий друг, можно сказать, и учитель в этом направлении, так как он во мне что-то увидел в этом направлении, меня поддерживает во всем. Это народный артист Северной Осетии Лазарь Качмазов, актер Осетинского театра, член Союза каскадеров России. И вот сейчас мы что-то снимаем, делаем, но пока это все на энтузиазме. Очень нам не хватает техники, какой-то финансовой подпитки, чтобы это сделать на том уровне, на котором мы хотим.
Сейчас же, в данный момент, я начал работу над сценарием. Мы планируем в конце мая начать съемки полнометражного триллера, который будет проходить, не буду пока, где секрет. И цель сделать хороший, крепкий продукт, насколько это нам сейчас позволит наше умение и те небольшие какие-то возможности технические, финансовые, и потом уже пробовать выдвигаться на кинофестивале. Ясно, даже такие большие цели, я вижу, поставил перед собой. Это похвально в кинофестивале. Плюс с того момента, как я начал вот этот проект вести с друзьями, мы также, конечно, в соцсетях и группы фильма сделали, и радует меня то, что стали писать люди мне с разных регионов страны, незнакомые мне вообще, и рассказывать о том, какие с ними истории приключались и случаи. То есть этот проект интересен не только здесь у нас в Осетии, но уже и за пределами. Плюс я стараюсь проводить статистику просмотров на своем канале в YouTube. И вот последние работы, что выкладывали, делали везде английские субтитры. Объясню почему. Потому что компьютер провел статистику и выявил, что просмотры пошли не только с России, а с разных стран. И Канада, и Турция, Грузия, Армения, очень много стран идут просмотры. То есть наши вот эти фильмы, пока мы, конечно, еще не так известны, но те, кто нас уже смотрят из других стран тоже. Но учитывая того, что на Северной Осетии кинопроизводство давно уже и безвозвратно, как говорит Аким Салбиев, кануло в лету, и можно почитать поминальную, однако ты его возрождаешь, я так понимаю. И, может, сам этого не понимаю. Сделать все, что пока в моих силах и на что я способен. Я, конечно, себя не считаю пока профессиональным каким-то кинорежиссером и так далее. Просто мне это нравится, и люди, которые сейчас вокруг меня сплотились, они видят тоже что-то такое, куда мы движемся правильно, и для меня это лично очень важно, что меня стали поддерживать какие-то люди, мне уже близкие сейчас, уже это, можно сказать, у нас уже сейчас начала потихоньку формироваться своя команда. Конечно, в будущем, я надеюсь, у меня мечта с друзьями основать кинокомпанию полноценную. Серьезное заявление, я скажу. Но, естественно, пожелаю тебе в этом только удачи, потому что все делаешь во благо, и это только похвально. Давай-ка вернемся обратно к твоему первичному призванию, скажем так, к твоему образованию, к художнику. Я понимаю, ты себя проявляешь это в фильмах, и даже порой, может быть, в оформлении, и по декорациям, наверное, находишься там. А как пишешь ли ты сейчас картины? Именно кистью, маслом, акварелью? Да, ты правильно сказал, я больше себя пока проявляю также это вот в кино, то есть вот даже у нас была там короткометражная серия там про зомби, и грим я сам делал, то есть да, больше я себя проявляю там маслом, и если честно, бывает иногда, пока просто времени нету сейчас у меня полностью этим заниматься, хотя вот одно время я увлекся, как хобби чисто для себя, созданием настольных игр. Вот сейчас у меня есть прототип, который нам нужно доработать, я над ним сейчас работаю. Это настольная игра по мотивам нардского эпоса, где дизайн полностью сделал я сам, в оформлении использовал как свои иллюстрации, так и, естественно, иллюстрации Харбека Туганова, которые все знают и любят. Отличная задумка, тем более сейчас это востребованное направление, то есть народное, и я думаю, что народ это примет, тем более по нардским сказаниям. Очень интересная вещь, я бы тебе сказал. И ты дважды отец, сын у тебя уже большой, и дочка уже подрастает. Как они идут по твоим стопам, или замечаешь таланты за своими детьми? Не люблю, конечно, говорить, получится, что сам хвалю. Музыкальные оба, особенно дочка сильно, и она даже любит слушать рок-музыку. Это, дома я всегда стараюсь, чтобы когда я сам слушаю музыку, я люблю слушать качественную музыку. И у меня дети тоже по моему вкусу идут. А вот сын мой, Сармат, ему сейчас 9 лет, он у меня в нескольких фильмах уже снялся в эпизодах. И ему очень это сильно понравилось, и сейчас вот я занимаюсь и пытаюсь его к этому делу даже пытаться не надо, ему это настолько понравилось, что он постоянно спрашивает, а когда будет дальше что-то. И насколько я знаю, у тебя еще оператор супруга, Алана. Да, все фильмы снимает моя супруга. Алана Караева, когда у нас был закрытый показ в Доме кино «Первый», «Зона X», у нас на премьере, помимо, конечно, наших друзей и актеров, кто там были также и журналисты, был Володя Иванов, бывший кинооператор,
который очень сильно похвалил ее работу. Мурат Джусоев был, потом Руслан Геоев был, царство небесное, Хоха, кто играл. Они, конечно, естественно, покритиковали. Я к критике нормально отношусь, потому что знаю, что я делаю только пока первые шаги, мне многому надо учиться. И когда критика бывает здоровая, я не обижаюсь, а стараюсь оттуда для себя что-то почерпнуть. И в следующий раз, чтобы уже не допускать каких-то ошибок, которые я сделал ранее. Тем более Мурат Джусоев маститый художник, за плечами не одна картина. Я согласен, да. Конечно, формат съемок мой, я стараюсь не потому, что наша школа хуже или нет, но это, наверное, надиктовано временем. Сейчас люди хотят что-то смотреть, зрелищное. Так вот, сюжеты, которые мы берем, они большинство основаны на реальных событиях, но в то же время я пытаюсь их показать так, чтобы было смотреть интересно, зрелищно, насколько это возможно мне на данный момент. Поэтому я именно формат съемки пытаюсь сделать в европейском стиле, но что-то вносить туда свое. Интересно. Видишь, как давно не общались и много чего открыл для себя, то, что я пропустил. Спасибо тебе, Спартак. Огромное тебе спасибо за интервью и, конечно же, огромное тебе удачи во всем. Спасибо большое. Спасибо.